Смотрите в программе. Несчастный случай с летальным исходом произошел в ходе капитального ремонта автодороги Лена в Алданском районе. Правительство России компенсирует молодым семьям с детьми часть стоимости жилья. Мирнинские предприниматели за время всеобщей самоизоляции оказали помощь сотням жителей Айхала и Удачного. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Дорожный работник погиб под экскаватором в Алданском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Капитальный ремонт ввели на автодороге Лена. Трагедия случилась вчера, 24 июля в 16:15 по якутскому времени. Мужчина 59-го года рождения, управляя гусеничным экскаватором, совершил наезд на своего коллегу, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Для установления всех обстоятельств материалы переданы в следственные органы. Также за прошедшие сутки на дорогах Якутии произошло 2 ДТП с участием мототранспорта. Первое в Алекминском районе между селами Токка и Кудукёль. 25-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Райсер», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. В результате мотоциклист получил тяжелые травмы головы. В настоящее время пострадавший в бессознательном состоянии находится в реанимации. Еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта произошло в Чурапчинском районе. В местную больницу с переломом руки и множественными ушибами и ссадинами был госпитализирован 19-летний молодой человек. С его слов, во время движения на проезжую часть неожиданно выбежал жеребец, вследствие чего мотоцикл совершил наезд на животное и опрокинулся. Алкогольного опьянения не обнаружено, как, впрочем, и право вождения, документов на мотоцикл и защитного шлема. Теперь о лесопожарной обстановке в регионе. В село Алекокёль Среднеколымского района направили аэромобильную группу МЧС России. Помогать в борьбе с пожарами будут 20 человек. Напомним, что решением Среднеколымского звена КЧС объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении пожара участвуют сотрудники МЧС, службы спасения Якутии и добровольцы. Ведется работа по обустройству минерализованных полос и встречному отжигу. Якутия получит более 260 миллионов рублей из федерального бюджета на обустройство инфраструктуры. Об их выделении распорядился Кабмин страны. Всего субсидии получат 20 субъектов. Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья. Субсидии выделяются из резервного фонда в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. Также правительство компенсирует молодым семьям с детьми в России часть стоимости жилья. На эти цели выделят 5 миллиардов рублей. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, речь идет о компенсации 35% стоимости жилплощади. И в первую очередь многодетным. Подписано постановление правительства, которое позволяет им использовать выплату на покупку и строительство жилья не только эконом, но и более высокого класса. Или на рефинансирование уже действующей ипотеки. На сумму в 5 миллиардов рублей удастся решить квартирный вопрос более чем 15 тысячам молодых семей, подчеркнул премьер. Полным ходом идут запланированные ремонтные работы в котельных Аймеконского района. Каков план на сезон и все ли идет согласно графику, узнала Светлана Поцелуева. Ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом никак не сказались на графике ремонтных работ Аймеконского участка теплоэнергосервис. Проведенные вовремя комплексные гидравлические испытания позволили выявить слабые участки. Так, на втором коллекторе ТЭС заменят всю трубную часть. Это порядка 250 метров. На другом участке в рамках основных мероприятий инвестпрограммы произвели реконструкцию. В результате на участке протяженностью 600 метров увеличен диаметр трубы и заменен трубопровод холодного водоснабжения. Это позволит увеличить объем теплоносителя потребителям улиц Гагарина и Трудовая. В домах станет теплее. Работы идут по графику, выполняются подрядной организацией. Материал также своевременно весь завезен, как и по трубной части, так и по деталям трубопроводов и запорной арматуре. На сегодняшний день реализовано порядка 70% объемов работ. И также по срокам
никаких рисков срывов не наблюдается. В котельной ТЭС, введена в строй еще в 1943 году прошлого века, в рамках инвестпрограммы произведена замена первого котла. Котел полностью поменяли на отечественный КВТС 6,5, полностью механизированный и, как показывает практика, наиболее подходящий под наш вид топлива. Здесь работы завершены на 90%. Осталась обмуровка поверхности нагрева. На август запланированы работы по поэтапной замене котлов в котельных микрорайонов. В целом освоение по ремонтной программе ожидается свыше 20 миллионов. То есть по предварительным данным это будет цифра в окрестности 21-22 миллиона рублей. Планомерные ремонтные работы филиала «Теплоэнергосервис» обеспечивают повышение надежности в работе оборудования и тепловых сетей. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. В Якутии стартовал прием документов на поступление в СУЗы. К примеру, в Якутском технологическом техникуме сервиса прием начался заранее, 20 июня, и продлится до 25 августа. На сегодняшний день в техникум поступило уже более 700 заявок. Всего в учреждении готовят по 8 специальностям на базе 11 класса и 2 профессиям – повар-кондитер и пекарь. Срок обучения от 2 до 3 лет. Стоит отметить, что поступление в этом учебном году в условиях самоизоляции пройдет дистанционно. Прием документов производится в электронном виде через портал образовательных услуг, а вступительные испытания посредством видеоконференций. На сегодняшний день подано уже 700 заявлений. Это значительно больше, чем в прошлом году. Средний балл поступающих абитуриентов увеличился. Он составляет от 4 до 4,5. Это говорит о том, что в целом школьники поступают с более лучшими знаниями. Багаж у них более высокий. Совершенствование системы сетевого обучения и образования. Такие задачи стоят перед Алданским политехникумом. Уже сегодня у СУЗа спрос на разного вида рабочие и среднетехнические специальности в 2 с лишним раза превышает предложение. Наш корреспондент Руслан Павлов о том, как будут решать вопрос с нехваткой мест. Абитуриент Алданского политехникума Артем Панкратов вносит данные, необходимые для поступления, через портал образовательных услуг непосредственно в аудитории приемной комиссии. Хотя мог это сделать прямо из дома. Если вдруг по какой-то причине отсутствие дома компьютерной техники, да, или, скажем так, какие-то сложности возникают у абитуриентов по работе в программе, по заполнению, то они всегда могут прийти сюда, сесть за любую из подготовленных машин. Порталы непосредственно уже открыты, и здесь произвести внесение своих данных в программу по учету поступающих. На горного электромеханика подал. А чем обусловлен выбор? Да я не знаю, нравится профессия эта. Государственный набор на этот учебный год составляет 275 мест по 10 основным специальностям. Однако почти такое же количество специалистов разного уровня профпригодности запрашивают у Алданского техникума другие регионы страны. Мы начали получать предложения не только из города Челябинска. Мы получили предложение буквально в пятницу на той неделе от Лебединской АЭС, атомной электростанции, на предоставление, на обучение и переквалификацию от наших специальностей, которые мы выпускаем. Это как раз по так называемому направлению ГЭМ, электромеханики, на 12 специалистов, которых приглашают на работу на Лебединской АЭС с начальным уровнем заработной платы от 60 тысяч рублей. Ряд дистанционных курсов техникум уже разработал и внедрил, но совершенствованию системы сетевого обучения и образования нет предела. Именно такие задачи ставит перед СУЗами государство. Это краткосрочные курсы, это полностью курсовое обучение, которое может исчисляться месяцами и годами. При этом это обучение в нескольких видах, то есть подразумевается очное, заочное, дистантное, система экстернат, система повышения квалификации, система переаттестации, система переобучения при наличии первичного либо среднетехнического, либо высшего образования родственных и неродственных специальностей. Более того, за первое учебное полугодие специалисты Алданского политехникума совместно со студентами должны разработать и внедрить программное обеспечение по более широкому образовательному спектру профессий, переквалификаций и практик с учетом
ростом спроса на рынке труда и взаимодействием с местными работодателями. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Предприниматели Мирнинского района оказали помощь сотням жителей Айхала и Удачного. Весной в период режима самоизоляции они передавали продуктовые наборы, медикаменты и другие товары. Сюжет нашей коллеги Оксаны Мезенцевой. Один за другим в пакет отправляются масло, молоко, конфеты и рожки. В наборе продукты первой необходимости. 11 таких пакетов айхальский предприниматель передал нуждающимся в Удачный. Денис Литвинов охотно отозвался поучаствовать во всероссийской акции «Мы вместе». Сбор продуктовых наборов организовала местная администрация. В период режима самоизоляции в такой помощи особо нуждались многодетные семьи и пожилые люди. Изнутри идет как-то для себя уже как-то приятное такое состояние, ощущение, что помогать кому-то, нуждающему человеку. Подобные наборы собирали в другом магазине. 38 пакетов с необходимыми продуктами передал волонтерам и Азизела Махмудов. Наборы получили малообеспеченные семьи и пожилые люди из Айхала. Помогал предприниматель и врачам в местном обсерваторе. Медикам передавали свежие фрукты и овощи. Я считаю, что каждый человек, у которого есть возможность, он должен по меру своей возможности оказывать благотворительность тем людям, которые в этом нуждаются. Ну и тогда, я так думаю, что наше общество станет намного лучше и добрее. За бескорыстную помощь айхальских предпринимателей отметил глава Якутии Айсен Николаев. Благодарственные письма вручат 29 августа на празднование Дня города. В период пандемии они не остались равнодушными к проблемам, которые возникли у жителей нашего поселка. И более 10 предпринимателей активно оказывали помощь людям, нуждающимся людям. Предприниматели помогали и лекарствами, передавали нуждающимся самые разные, нужные именно им товары. Помочь удалось сотням человек. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В селе Абага Амгинского района открыли коровник. Он оснащен современной немецкой техникой, которая позволит максимально автоматизировать все процессы дойки и увеличит производительность. Как сообщил руководитель компании Василий Тимофеев, такая техника на сегодня работает только в 2 хозяйствах республики. По якутским традициям первой в коровник завели старейшую корову, а ее спину окропила в знак благословения самая опытная работница Саялыка. Сейчас в хозяйстве насчитывается 240 коров. В год они производят больше 600 тонн молока. В следующем году планируют закупить еще 100 голов и повысить показатели надоя. И на этом у нас пока вся информация. До встречи в следующем часе.